Приветствую всех телезрителей телеканала Якутия-24 и поздравляю вас всех с наступлением долгожданной весны. И по такому случаю прямо сейчас на ваших глазах стартует проект News on Air, и я его ведущая Марфирина Алексеева. Я буду рассказывать и показывать все о туризме, традициях и повседневном бытии якутян. Также познакомлю с самыми уникальными, талантливыми людьми. Ну что ж, поехали! Наступил март, и даже у нас в Якутии гораздо потеплело. Вместе с потеплением жители республики и любители активного отдыха вышли на природу на подледную рыбалку. В Якутии много видов традиционной рыбалки, к примеру, Илим, Куюр, Мунха. Сегодня я расскажу о Мунха. Это подледная рыбалка на карася, переводится на русский язык как невод. Приготовление к рыбалке начинается заранее, а сам процесс превращается в настоящий праздник, куда вовлекается чуть ли не все население деревни. Мунха называют специальный невод, позволяющий разом получить улов с целого озера. Это устройство сохранилось с древних времен. Приспособление состоит из двух крыльев длиной от 100 метров и более, а в месте их соединения находится мотня, куда в итоге сбивается вся пойманная рыба. В Вилюйском Улусе на днях состоялась такая рыбалка. На озеро Эриенкёль вышли десятки жителей села. Как отмечают рыбаки, улов не такой щедрый, как в былые годы. Мунха с каждым годом все уменьшается и уменьшается, но вот в нашем Улусе мы собираемся под руководством Федора Николаевича ежегодно. Почти с самого начала поздней осени, как только лед промерзает, и так до конца февраля ходим. Постоянно рыба быть не может, иногда улов есть, иногда его нет. Из-за этого мы не расстраиваемся. От нахождения на природе радуемся и отдыхаем. В те озера, где уже рыбачили, нужно возвращаться спустя 3-4 года. За это время рыба там размножается, увеличивается. Поэтому мы пытаемся рыбачить в разных местностях. Вот, например, в этом году сюда мы пришли впервые. Наверное, все якутяне знают историю о том, как раньше охотники стреляли в белок. Для того, чтобы не испортить шерсть, они целились и выстреливали в белки в глаз. Такая пушнина оставалась невредимой, и за нее платили больше денег. Чемпионы мира по компакт-тренингу уже на протяжении многих лет завоевывают именно якутяне. На сегодняшний день самая титулованная сборная является именно сборная Якутии. В преддверии сезона стрельбы и отсутствия крепких морозов стрелки приступили к тренировкам стрельбе по летающим мишени. В связи с климатическими особенностями, где очень холодно, мы года 2 назад построили вот зимний стенд. И когда погода меньше минус 40, мы ребятами собираемся, чтобы не потерять форму, постоянно держаться на плаву. Зимой мы стреляем по летающим мишеням. Сейчас у нас в зимнем стенде есть 2 площадки, они тут средней сложности идут, чтобы стрелки в свое удовольствие стреляли. Но весной уже, когда мы все на улицу выйдем, будет уже дополнительные площадки для начинающих стрелков и для любителей просто так, которые пришли, любители пострелять. Там построим очень хорошую площадку с легкими полетами. То есть прийти попробовать может любой, даже начинающий, да? Да, ага. Может прийти любой начинающий инструктор, и доброжелательные отношения мы гарантируем. Вот я еще услышала, что в августе у вас планируется большой международный чемпионат-турнир, да? Расскажите, а какая подготовка требуется для принятия такого турнира? Уже создан оргкомитет на уровне правительства уже они уже начинают работу, и приглашены очень много стрелков со всех стран мира. Это мировые лидеры стрельбы будут, и соревнования пройдут по правилам большого спортинга. И в августе, в честь 55-летия нашего легендарного Аяла Макарова. Тоже площадка будет здесь, просто уже обновленная? Да, тут по всей территории будет, но там уже другой вид немножко спортинга будет, и усложненный вид спортинга. Вот сейчас, как мы можем наблюдать, в самом деле здесь оказывается очень много позиций. Я на самом деле даже не представляла, что прям с таких разных позиций так много. Вот как называется, тарелки? Да, тарелки. Спортинг такой демократичный вид спорта, можно любой вид полета поставить, любую траекторию, любую скорость, и они
не ограничено канонами какими-то вот классическими, поэтому люди в основном с удовольствием стреляют. То есть это как бы имитация, можно сказать. Да, Уток. это имитация полета птиц, и человек, мало-мальски пострелявший тут на стенде, он будет подготовлен к утиной охоте. Что очень актуально для нашей Якутии и Да. якутян. Ну вот сейчас мы находимся в таком адаптированном как раз-таки здании, которое именно очень актуально у нас в Якутии, потому что здесь зимой стрелять у нас в Якутии невозможно, очень холодно. И вот как раз-таки 3 года назад было построено это здание, чтобы прямо изнутри была такая возможность стрелять даже в морозы 40 градусов. Сейчас мы хотим как раз-таки рассказать о том, какие ружья должны быть для спортинга. То есть они чем-то отличаются, да, значит, от обычных охотничьих? Таких ружей в основном, да. Основное отличие у них ремня нету. Ремень, потому что запрещен на номере. Потому что это можно зацепиться и случайный выстрел произойти. И ружья в основном сделаны они только для спорта. Ну, можно ими охотиться, но у них отличается более тяжелый вес и более увеличенный ресурс, потому что они могут выдержать там большое количество выстрелов. Основное отличие такое. И баланс очень хорошо должен быть. У этого оружия должен быть очень хороший. Я думала, что для спортинга, наоборот, нужно полегче, а не оказывается тяжелее, да? Легкое оружие, отдача сильнее будет, и человек стрелок просто может там через определенный выстрел уже маленькую контузию получить. Ну, ему тяжело будет стрелять. А если взять по цене, сколько будет стоить такой комплект? Ну, самый, допустим, стандартный, простой, для начинающих. Для начинающих можно российские оружия найти от 50 тысяч. И там, ну, уже это как бы люди со временем приходят все равно к более адаптированным, более именитым моделям. Ну, они там порядка сейчас по нынешним ценам в районе 1 миллиона рублей. Который меня забеспокоил, когда я вот посмотрела, как это все происходит, стреляется. Я вообще думала, что это какой-то пластмасс. Оказалось, эти тарелки, они из специальной такой глины, которая разлагается. То есть все экологично. Природное явление, при котором солнце более суток не показывается из-за горизонта, называется полярной ночью. Ее наблюдают в тех местах, которые находятся за полярным кругом. И в таких условиях жители поселка Тикси живут на протяжении 70 суток. Быт в поселке также адаптирован под такие условия. Например, на подоконниках возле цветов включают лампы дневного света, чтобы растениям было комфортно, а дети в школу идут намного позже, чем, допустим, в городе. И вот, наконец, северяне в этом месяце увидели солнце. Оно пока не во всей своей силе, видно в основном пока только зарево, но вы только представьте, какая это радость для жителей Арктики. Ярко-оранжевое, алое светило встречают с особым трепетом, устраивают встречи солнца, проводят национальные обряды. Зато летом совершенно обратная ситуация, солнце не садится, все лето беспрерывное солнцестояние. Думаю, настало время узнать о том, как встречают весну в другой части Якутии. В городе Алдан, к примеру, состоялось долгожданное событие. Открылся горнолыжный склон. Подробности узнаем у коллег. Город Алдан теперь по праву можно назвать столицей лыжного спорта Якутии. К уже знаменитым лыжным и биатлонным трассам здесь прибавился горнолыжный склон. Его разработка началась в конце 2016 года по инициативе Центра спортивной подготовки по зимним видам спорта. Идею поддержал глава района и местные производственные предприятия, которые способствовали появлению спортивного объекта. Поздравляю всех с этим радостным и долгожданным событием. Уверен, что это послужит дополнительным стимулом в развитии как массового спорта, так и внутреннего туризма в районе. Склон получил имя Селигдар, а вместе с брендом солидного попечителя, который будет помогать и продвигать горнолыжный объект. Накануне было подписано соглашение о партнерстве между Центром спортивной подготовки по зимним видам спорта и золотодобывающей компанией Селигдар. Это называется Селигдар в первую очередь, потому что они приняли максимальное участие в строительстве этого спуска, а во-вторых, они теперь будут шефствовать над этим склоном, над этим комплексом. В планах развития этого комплекса установка бэби-лифта, детских горок для тюбинга и некоторые инфраструктуры для проката и так далее. Да, мы будем тут все время присутствовать и будем понимать, что происходит. И если какие-то тут будут темы с развитием связаны, мы будем участвовать обязательно. Вы как относитесь к горнолыжному спорту? Сами катаетесь? Ну, на самом деле, наверное, уже время мое прошло катание. Но, тем не менее, я поддерживаю 100%. Для города это очень важный объект, считаю, тем более для нашего зимнего места жизни.
Поэтому это очень правильно. Я думаю, что тут последствия будут, и спортсмены у нас будут, и призеры, я не знаю, олимпийский чемпион. Горнолыжный склон представляет собой спуск длиной 650 метров, имеет механический подъемник и предназначен для учебно-тренировочных целей. Учиться кататься на горных лыжах здесь смогут как взрослые, так и дети, что, безусловно, популяризирует горнолыжный спорт в массах. Профессионалы и любители горнолыжного спорта оценили подготовку склона и получили незабываемые эмоции. Склон классный, очень скользкий, скорость хорошая. Подъем тем более, скорость рассчитана вообще хорошо. Как бы удобство на высоте. Классный склон. Сами катаетесь? Конечно, катаюсь и на горных, и на простых лыжах. Ну то есть вы тут уже будете одним из первых. Но сегодня не планирую, потому что есть мероприятие на 14. А так, конечно, как свободная минута будет, приду, прокачусь. Тем более горка такая для начинающих нормальная. Спортивный объект введен в эксплуатацию и уже этой весной привлечет внимание туристов и любителей горнолыжного спорта. Как говорят лыжники, вкатка уже дала результат. Места в гостинице Алданского центра по зимним видам спорта уже полностью забронированы на март-начало апреля. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. В Сунтарском улусе в туристической базе «Тещин язык» прошли игры Ботура. Это комплекс национальных традиционных состязаний среди мужчин. В общекомандных соревнованиях, а также эстафетный комплекс с препятствиями борьба хапсагай, масс-рестлинг, тутум-эргир – это когда нужно вращаться на короткой палке, не отрывая ее от зафиксированного на полу места. Перетягивание каната, перенос мешка с песком и перенос другого человека на плечах. Всего приняли участие 13 команд. Также в этом году был добавлен этап хабылык. Это национальная настольная игра народов Саха, по правилам которой нужно подбрасывать палочки и ловить их тыльной стороной ладони. По итогам соревнований первое место с призовым фондом 50 тысяч рублей заняла команда «Эрел». Второе место с призовым фондом 30 тысяч рублей заняла команда «Ботурдар». Третье место с призовым фондом 20 тысяч рублей заняла команда «Бёрелер». Также были личные первенства. Соревнования проводятся отлично, очень хорошие. В этом году работа судей хорошая. В общем, очень хорошо организовали. Никаких споров нет, все справедливо. Я пришел на соревнования, настроившись на успех. Тренировался, готовился, дал себе установку, что обязательно одержу победу. А как оцениваете силы своих соперников? Все участники достойные и сильные, все пришли подготовленные, парни занимаются. С каждым годом участников становится больше, принимают участие все новые лица. А жители города Алекминск встречают весну с новым, долгожданным катком. Неподдельные эмоции горожан не оставляют равнодушным никого. Давайте узнаем подробности радостного события. Напротив спортивного комплекса «Чароид» издалека слышны голоса. Совсем недавно здесь открыли настоящий каток. Желающих в первый день было достаточно. На самом деле мы сейчас такое поколение, что все время сидим дома в телефонах. И вот сделали каток наконец-таки. Наконец-то вышли из дома. Очень интересно. Очень... Я хоть и не умею, но мне очень нравится. Учусь вот вместе с друзьями. Хотя они тоже умеют уже. Не знаю, мне интересно. А в чем интересно? Не знаю, кататься. Я заметила, вы довольно-таки хорошо владеете коньками. Где научились? Сам научился кататься с детства. На роликах начал. У кого-то уже получается отлично, для других в помощь специальный поручень. Итог – положительные эмоции, смех, позитив за выходные на рабочую неделю вперед. А у кого-то, кто живет рядом, и почаще. Очень интересно, весело и есть чем заняться. Инициатор идеи Андрей Щур доволен. Сбылась задумка. И не только для развлечения, а хоккейная команда все реальнее. Сильно долгожданные, очень ждали, потому что уровень теперь вырастет. Это не то, что раньше на стадионе там как-то скромненько, досками, да, как-то так, а сейчас уже уровень другой будет. В этом году закупили шлема хоккейные, взяли защиту на вратаря обязательно, клюшки. И будем потихонечку играть, смотреть, как тренироваться. Есть планы и на дальнейшее. Ну вот в зимний период каток. Хотелось бы, конечно, чтобы в летний период, допустим, ролики были. Собственно, вот пример инициативы, помноженной на желание. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск.
Ну а на сегодня это пока вся информация. Смотрите News on Air в будние дни в 11 часов и 17 часов. А завтра я вам расскажу уже подробнее о другом виде традиционной рыбалки, а также продолжу спортинг, вроде бы такой мужской вид спорта, но от лица героини женщины. А также покажу самые фотогеничные и крутые локации нашего города Якутска. Всем до встречи!